Здравствуйте, это программа «Время сверять часы». С вами Мадр Сандан. Итак, в стране начались трехдневные выборы. В 0 часов 17 сентября завершен агитационный период кандидатов. Центр избирком России заявил, что серьезных нарушений не было. Председатель избиркома Тувы Олег Фортуна сообщил о незначительных нарушениях со стороны СМИ, которым в свое время будет дана правовая оценка. В 0 часов 17 сентября активная агитационная фаза кандидатов на выборы в Государственную Думу и главы Республики Тыва окончена. Как сообщил председатель избирательной комиссии Республики Олег Фортуна, серьезных нарушений в этот период не выявлено. Вы знаете, активная фаза агитации, пока жалобы были незначительного характера, мы сейчас их разбираем, там касаемо средств массовой информации, там газеты. Мы сейчас эти факты рассматриваем, и на заседании будет принято решение, были ли там нарушения агитационные или не было. Эти вопросы сейчас в стадии рассмотрения. 16 сентября в 18 часов закончилось досрочное голосование в труднодоступных районах. Свой выбор сделали около 5% от общего числа избирателей республики. На сегодня по всей Туве открыто 186 избирательных участков. Все работают в штатном режиме. В 20 избирательных участках используются комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые перед этим прошли тестирование. КАИБы у нас уже давно, они еще применялись у нас и в 2016 году, поэтому нельзя говорить, что это. Мы их как-то так пытаемся расположить, чтобы наше население понимало, что есть иные методы голосования, не только традиционные при опускании в урну, но есть еще эти комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые сами считывают информацию. 187-й участок будет работать один день, 19 сентября. Он организован для ковид-положительных граждан, которые лечатся в инфекционном отделении. Их голоса будет считывать КАИБ, а бюллетени из красной зоны по соображениям безопасности вынесут только через 4 месяца. Алдынкас Буян, Буян Мунгуш, Ангароржик, Тува, 24. 17 сентября ровно в 8 часов на территории Тувы разом открылись 186 избирательных участков. Еще один участок для пациентов ковидного госпиталя откроется 19 сентября. Хронология голосования на выборах главы Тувы и в Государственную Думу в материалах корреспондентов Тува-24. В целях минимизации распространения коронавирусной инфекции голосование проходит в течение 3 дней. 17 сентября с 8 утра в столичном избирательном участке номер 29 многолюдно. Председатель Верховного Хурала Кангулдава с супругой традиционно в числе первых выполнили свой гражданский долг. Спикер парламента дал высокую оценку принятым мерам по профилактике коронавируса. Хочу отметить, что сегодня, как и всегда, на нашем избирательном участке очень много народу. Сегодня мы пришли всей семьей. Традиционно мы хотим быть первыми и первым проголосовать, исполнить свой гражданский долг и использовать свои права конституционные. И сегодня очень приятно видеть радостные лица наших земляков, которые пришли и, наверное, до начала рабочего дня стараются быстро проголосовать и идти со спокойной душой на работу. Эти выборы очень много значат для нашей страны и для нашей республики. Мы сегодня выбираем депутатов в Государственную Думу и высшее должностное лицо нашей республики. Это для нашей республики очень знаково, это для нашей республики очень важно. Мы с тем пониманием, что грядущие 5 лет мы с кем идем и как мы будем работать, все зависит от нашего выбора. Поэтому я призываю всех своих земляков прийти на выборы, исполнить свой долг, выбрать того человека, которого они хотят, и выбрать ту партию, за которую они отдают свой голос. В УИКе номер 29 ангарские более 2000 избирателей, 9 членов комиссии, наблюдатели и сотрудники полиции. Все действия происходят под видеонаблюдением. Тут у нас ведется видеонаблюдение. Вы, наверное, заметили, при входе тоже висит ведется видеонаблюдение. И там тут тоже у нас висит, что ведется видеонаблюдение. У нас постоянно дежурят с полицией, так что с охранностью у нас все в порядке. Бюллетени хранятся в сейфах. Сейфа у нас 2 сейфа. И эти бюллетени мы потом после опечатываем эти сейфы, под роспись сдаем правоохранительным органам. И всю ночь они сторожат. В онлайн-режиме наблюдать за ходом голосования можно в Центре общественного наблюдения, который расположен в Центре тувинской культуры. Голосуют в первый день выборов также известные люди Тувы. Настроение нормальное, как обычно, рабочие. Поэтому сегодня надо прийти, выбор хороший помыслом, чистой душой, потому что мы же переживаем за свою родную республику. Поэтому я сегодня пришел и проголосовал. Поэтому давайте голосуем
чистой душой. Остальное все будет, я это верю. Узнать, к какому участку вы прикреплены, можно на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Тувы tuva.избирком.ру. Айдан Ахуалы, Чайхан Дунгак, Ангыр Оршак, Тува-24. Я помню выборы советского времени, тогда это напоминало скорее праздник. Сегодня же на избирательных участках царит деловое настроение и даже ажиотаж. И, конечно же, атрибуты сегодняшнего дня – термометр, санитайзер и маски. Первый день выборов в Туве отличается необычайной избирательной активностью. Сотни людей уже с утра выстроились в очередь, чтобы своим голосом реализовать свои конституционные права. Одним из первых свой гражданский долг выполнил и временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалык. Прежде всего хочу отметить, как голосуют наши земляки. С первых же часов очень активность большая, дружно, целыми семьями. Конечно, каждый из нас выбирает свое будущее единой страны, родной республики. Я уверен, что будущее будет светлым, достойным, хорошим. Владислава Ховалыга поддержала и его супруга Айлана Чечеоловна. Наша семья будет голосовать в полном составе, но ввиду занятости так как мы работаем все в разных местах, конечно же, по времени немножко будут различия. А так вся семья будет голосовать. Как ваше настроение? Отличное. Наиболее активным стал один из центральных избирательных участков Кызыла под номером 13. Мне сегодня очень приятно быть здесь, на своем родном участке, в Доме народного творчества. Откровенно говоря, очень удивлена и радуюсь тому, что очень много людей пришло, чтобы проголосовать, выразить свою позицию. Это важно, и это здорово, что люди это понимают. Я тоже считаю, что сегодня такой, не сегодня, а целых 3 дня у нас есть возможность высказать свою позицию к тому, как должна развиваться страна, и в том числе по отношению к нашей родной республике. Как мы должны идти, куда. Поэтому призываю всех, наверное, прийти на избирательные участки и отдать свои голоса за того, за кого они считают нужным. Дина Оюн, сенатор Совета Федерации, отмечая избирательную активность земляков, все же обозначила некоторую неорганизованность, впрочем, быстро устраненную. Я обратила внимание, что здесь довольно сложно и жестко подходит к тому, чтобы все-таки были соблюдены все меры предосторожности, учитывая нашу ситуацию пандемическую. Но, наверное, организаторы все-таки иногда не были готовы в какие-то часы, конкретно вот сейчас, на такой серьезный наплыв. Я вижу, как Роспотребнадзор очень серьезно сейчас пытается выстроить людей. Это, наверное, правильно. Одним из ноу-хау на выборах 2021 стало применение наряду с традиционными урнами для голосования усовершенствованного комплекса обработки избирательных бюллетеней, сокращенно КАИБ. Электронные урны позволят снизить количество непреднамеренных ошибок, связанных с так называемым человеческим фактором, и увеличат оперативность при подведении итогов голосования на избирательных участках. По сути, КАИБ является терминалом со сканирующим устройством, контейнером для бюллетеней, разъемом для подключения к локальной сети, через который передаются данные по глобальной сети в Центр избирком России. Такие же умные урны установлены еще на 19 избирательных участках нашей республики. Без учета сегодняшнего дня Туве, как и всей России, предстоит еще 2-дневный избирательный марафон, который завершится 19 сентября. Напомним, что вся страна без исключения будет голосовать за новый состав Госдумы – 450 депутатов. Половина из них избирается от партий по спискам и еще половина по одномандатным округам. Также 12 регионов избирает своих глав. Сайгын Бирбю, Чайхан Дунгак, Кузел Сарысарен, Тува-24. За 15-м чеховским участком прикреплены свыше 2000 человек. Уже с 8 утра жители начали активно голосовать. Как только избирательный участок открыл свои двери, сразу образовалась очередь, так как многие решили успеть проголосовать перед тем, как идти на работу. Сегодня я выполнила свой гражданский долг прямо с утра перед работой, потому что это очень важно. Мы выбираем будущее своих детей. Сегодня день особенный. Сегодня у нас первый день выборов. Людей очень много. Мне пришлось постоять в очереди, чтобы проголосовать минут 10, наверное. Но это на самом деле очень радует, потому что люди с ответственностью подходят к будущему нашей страны, к будущему нашей республики, хотят поучаствовать в будущем, хотят реализовать свое конституционное право
И это на самом деле очень радует, и это очень отрадно. Как сообщает заместитель председателя избирательной комиссии Сайлык Донгак, на 9 часов утра на Чеховском избирательном участке уже проголосовали свыше 100 человек. Участковая избирательная комиссия номер 15 Чеховский открыл свои двери с 8 часов утра. Как вы видите, соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологических требований. С 8 утра избиратели приходят очень активно, голосуют. Кроме этого, у нас присутствуют общественные наблюдатели. Голосование продлится 3 дня. Это поможет избежать массового скопления людей в условиях пандемии коронавируса. На избирательном участке соблюдены все противоэпидемические и санитарные меры. Избирателям выдают вот такой пакет, где находится ручка, маска и перчатки. В целях обеспечения сохранности бюллетеней и прозрачности выборов избирательная комиссия оснащена 2 камерами видеонаблюдения. На месте работают и общественные наблюдатели. Айраса, Владимир Сюртык, Кузел Сарысарен, Тува-24. Поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Свой выбор в первый день голосования сделали и представители духовенства. На одном из участков наша съемочная группа встретилась и пообщалась с Камбы Ламой Тувы. Всего по республике в 8 часов утра открылись 186 избирательных участков, 36 из них в столице. Сегодня в 19-м избирательном участке свой выбор сделал и Камбы Лама Тувы. Гелек Нацикдожу среди верующих и жителей республики известен как Камбы Лама Тувы, но прежде всего он гражданин России. И сегодня он воспользовался своим избирательным правом. Çoğunuz köydür, yalnız gelir üyede şın bazım sayzıral değer gelam, ol değer gelam. Çünkü materiali sayzıral değeriz, ol değer gelam. İşteki olgaç taşkı sayzıral değer çoğuna. Sonundağa küçük bir hep duruyor onu azı. Верховный лама Тувы напоминает, что духовные ценности гораздо важнее, чем материальные. Сколько бы ни длилось удовлетворение от финансовых составляющих, душа всегда будет тянуться к поискам истинного счастья. Тайбың майдал жору да подар болса да балалар шын шилген оза балалар арыз ең гол чугла отырар. Жаштар бүгдәгә чуда. Более 1800 человек закреплено за 19-м избирательным участком. Представители УИК сообщают, что работает и выездная комиссия. А это значит, что проголосовать можно и не выходя из дома. Принимаем заявление, кто не может приехать проголосовать здесь в помещении. Они нам отправляют заявление через родственников, могут позвонить по телефону и даже через госуслуги подают заявку. Мы по адресам формируем маршрут и выезжаем на выездное голосование. Напомню, что в России с 17 по 19 сентября проходят выборы различного уровня. Россияне выбирают новый состав Госдумы 8-го созыва, а в 9 регионах организованы выборы губернаторов. Айраса, Владимир Сюртуй, Кузел Сарысарен, Тува-24. Голосование активно стартовало и в Кажунах. Наша съемочная группа сегодня выехала в Лухемский Кажун. Материал выйдет в соцсетях телеканала. Ну а накануне мы поинтересовались ходом выборов в Пихиме. В Пихемском Кажуне 12 избирательных участков и более 7 тысяч избирателей. Вот уже первый бюллетень в избирательных урнах. Скажите, пожалуйста, почему вы решили прийти проголосовать? Это моя гражданская позиция. Я считаю своим гражданским долгом прийти и проголосовать. Избиратели и члены участковых комиссий обеспечены средствами индивидуальной защиты. При входе выдают, дезинфицируют руки, проверяют температуру, а также индивидуально выдают ручки, маски, перчатки. Соблюдение социальной дистанции обязательно. Меры безопасности одинаковы везде. К 11 часам на избирательном участке номер 115 города Туран очень оживленно. Каждый избиратель, который пришел проголосовать, считает, что каждый человек должен выразить свою гражданскую позицию. Ну, я всегда считаю нужным проголосовать, потому что это тоже зависит от нас, от нашего голоса, за кого и как мы будем жить в дальнейшем. Ну, потому что это нужно для всей страны, и в частности для Республики Тува. Ну, основное самое ходить на выборы, это, я считаю, долг каждого россиянина.
Я тут голосую за будущее наших детей, за страну, где я живу. Жители России проголосовать за наших государственных деятелей, так сказать. Избирательные участки будут работать до 20 часов ежедневно до 19 сентября. Избирателям напоминают об обязательном наличии паспорта. В данный момент у нас в участке присутствует 4 наблюдателя. Избиратели идут активно, почти можно сказать 100 с лишним уже. Сейчас мы в данный момент собираемся вне помещений. Устных заявлений поступает очень много. Особенно это вне помещения. У нас старше 65 лет, и которые дети малые и беременные. Мы в данный момент сейчас 10 часов уже выезжаем. В этот раз постановлением ЦИК предусмотрено 2 варианта хранения бюллетеней. Первый вариант – это когда стационарный ящик ежедневно опечатывается. И второй вариант – когда бюллетени ежедневно извлекаются из стационарных ящиков и запечатываются в отдельные сейф-пакеты. На месте запечатывания пакета в обязательном порядке расписываются члены участковой избирательной комиссии. Пакеты нумеруются, ставится дата и убираются в сейф. Свой уникальный номер, свой, у каждого пакета свой отдельный. Потом она опечатывается, она, видите, вот специально открывается, запечатывается. И все, мы ее больше не сможем открыть, пока до подсчета голосов. Вот это вот у нас хранится в сейфе. Да, и вот это все хранится в сейфе. Жителям республики в 3-дневный срок предстоит выбрать председателя региона, высший законодательный орган власти страны и досрочно избрать главу Тувы из числа заявленных кандидатов. Инна Клоян, Буян Аюн, Мирана Иргит, Тува-24, Пихемский, Кажон. Итак, мы сверили часы. Встретимся в следующую субботу. И напоследок. Праздник животноводов на Адым 2021 проведут 24 сентября с соблюдением санитарных мер. Следующая пятница будет выходным праздничным днем. Главное зрелище – Хуреш жители Тувы смогут увидеть в режиме видеотрансляции. Всего вам хорошего!